Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем изучать основы предпринимательства, вам стоит задуматься над вопросом: а хочу, могу, способен ли я стать предпринимателем и основать собственное дело? Вопрос жизненно важный, требующий особого отношения. Вот несколько причин, по которым люди стремятся открыть собственное дело. Обладание определенными талантами и способностями, которые могут стать основой успешного бизнеса, желание финансового благополучия, потребность в творческой самореализации, потребность в свободе и самостоятельности, желание заниматься любимым делом. Прежде чем принимать решение об открытии своего бизнеса, предлагаем вам реально оценить свои желания и готовность. Не будет лишним пообщаться с теми людьми, которые уже являются предпринимателями и имеют конкретный практический опыт. Спросите их мнение, узнайте обо всех аспектах ведения бизнеса из уст самих бизнесменов. Возможно, услышанное напугает вас или, напротив, подогреет ваше желание и закрепит его. Но если ваше желание основать бизнес связано с временными проблемами, такими как невозможность найти подходящую для себя работу и, как следствие, временные финансовые затруднения, не спешите бросаться в предпринимательство. Предпринимательство требует от человека полной отдачи и высокой концентрации внимания на целях. Оно связано с рисками, но и дает определенные возможности развития и роста. Собственный бизнес – это не развлечение, это каждодневный труд и высокая ответственность не только за себя, но и за тех, кто нас окружает – семью, близких и родных, тех людей, которые работают на нас. Не каждый человек способен сделать этот шаг и перейти из категории наемного работника или человека без работы в категорию собственников бизнеса. Предприниматель – человек, готовый рисковать и экспериментировать, создавая собственное дело, желающий изменить свою жизнь и готовый много и упорно трудиться. Для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками, личностными характеристиками и высокой мотивацией. Самое простое в этом списке – знания, которые приобретаются в процессе жизни и работы и могут быть почерпнуты из литературы, учебников и других источников информации. Минимальный объем знаний предпринимателя – это знание основ маркетинга и продаж, знание технологий производства, знание основ управления персоналом, знание основ финансового планирования, знание юридических основ предпринимательской деятельности. И это не полный перечень знаний и умений бизнесмена. Объем знаний можно и нужно увеличивать. Учиться, учиться и учиться. Навыки – это способность применять на практике имеющиеся знания. Чем чаще вы будете заниматься чем-либо, тем лучше вы будете делать это с каждым разом. Навыки формируются в процессе практической деятельности. Личностные характеристики – это то, что присуще человеку как индивидууму, отличает одного человека от другого. Это то, что помогает нам в бизнесе или, наоборот, мешает быть успешными. Как известно, характер человека определяет его поведение. Предпринимательское поведение – это набор лидерских качеств и организаторских способностей. Одним из базовых качеств предпринимателя является уверенность в себе и своих силах. Уверенность человека проявляется и в его поведении. Он умеет доносить до других свои мысли, он умеет выражать свои чувства и эмоции, он имеет свою точку зрения, он дает другим право на другое мнение, он активен и инициативен, он настойчив в достижении своих целей, он самостоятелен в принятии решений. Ведение бизнеса обязывает человека работать над собой, совершенствоваться и развиваться. Но самое главное для предпринимателя – мотивация, или, проще говоря, ваше внутреннее побуждение. Желание изменить жизнь, желание заниматься собственным делом, внутренняя уверенность в собственных силах и возможностях. Вы хотите быть независимым, вы хотите зарабатывать деньги,
Вы можете убедить в этом семью. Вы искренне верите в успех. Только в этом случае ваши старания могут увенчаться заслуженным успехом. Высокая мотивация поможет вам в реализации задуманного, невзирая на препятствия и трудности. Помимо всего прочего, предприниматель должен поддерживать не только собственную мотивацию, но и уметь заряжать позитивной энергией окружающих партнеров по бизнесу, подчиненных, клиентов. На вопрос, кто такие успешные предприниматели, автор известной монографии «Самые быстрорастущие компании США. Взгляд изнутри. Story», размышляя о качествах, присущих предпринимателям, дает им следующие определения. У них есть видение или мечта, которую они ежедневно преследуют. Безграничная вера в их продукты или виды услуг. Они постоянно стремятся что-то сделать. Они изобретатели, упорные и настойчивы. Они нацелены на прибыль, нацелены на успех, планируют на несколько лет вперед. Лучше, чем кто-либо, знают свою силу и слабости. Не боятся начать все снова. Деньги не являются для них главным и единственным побудительным мотивом. Они все делают сами. Они понимают значение тонких изменений, их влияние на успех в бизнесе. Они хотят расти. Понимают главенствующую роль потребителя. Не думают, что идут на большой риск. Они практичны. Они просят то, что действительно хотят. Они очень чувствительны к рынку. Их трудно запугать. Они готовы делиться. Настоящий предприниматель – это человек, стремящийся к успеху. Успех – это удача в достижении какой-либо цели, общественное признание за высокие результаты в работе. Предпринимательский успех достигается за счет влияния нескольких факторов. Удача или везение. Оказался в нужное время, в нужном месте, не упустил шанса. Активный поиск методом проб и ошибок. Перебор разных вариантов. Компетентный расчет и выбор оптимального варианта. Использование собственного ресурса, знаний, умений, навыков и личностных характеристик. Высокая мотивация, желание достичь тех целей, которые человек ставит перед собой. Несомненно, очень важным фактором успеха является самомотивация, желание человека развиваться, внутренняя сила, двигающая его по направлению к цели. Сила мотивации определяет скорость движения к цели. Мотивация предпринимателя зависит прежде всего от него самого. Умение поддерживать в себе оптимистический настрой, умение видеть завтрашний день и влиять на него сегодня – это великое мастерство. Ваш оптимизм будет напрямую влиять на результаты вашей деятельности. Будьте бодрее и веселее, старайтесь мыслить стратегически, видеть будущее, прогнозировать и планировать его. Позитивный настрой – залог успеха. Юмор должен стать вашим обязательным спутником. Любые переговоры или продажи всегда будут успешнее, если есть улыбки, смех и шутки. Но помните, вы не должны быть смешным, вы должны быть легким и веселым. Очень важно помнить, что успех зависит не только от вас, но и от вашего окружения. Поддержка семьи, друзей и близких окрыляет и дает силы для преодоления любых